الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبرакатуху. Махтарам джамаат, дорогие братья, мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави, толкования имама Аль-Бабирти. На прошлом занятии мы с вами продолжали говорить о понятии Ахлюль-Кибла, который объединяет всех мусульман, и отметили, что все верующие, которые относятся к понятию Ахлюль-Кибла, они остаются верующими, и никто не вправе обвинить другого в неверии. И привели хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказали, что для одного верующего в отношении другого являются запретными его кровь, его имущество, его честь. Продолжая эту же тематику, имам Тахави говорит: «Валя яхруджу аль-абду мин аль-имани илля бидихуди ма адхалаху фихи». И верующий не выходит из веры до тех пор, пока не станет отрицать то, что его ввело в веру. Или, другими словами, верующий перестает быть верующим только тогда, когда начинает отрицать то, что сделало его верующим. То есть, что сделало его верующим? Верующим его сделала шахада. То есть слова «Ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху». Несмотря на то, что фраза довольно короткая, смысл очень емкий. То есть «Ашхаду алла иляха илляллах» подразумевает признание единства существования Аллаха Та'аля. «Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху» оно включает в себя не только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но и все столпы веры. Оно включает и остальные столпы веры, и включает в том числе и Коран. И мы с вами говорили, что в неверие вводят только отрицание текстов мутаватир, то есть тех текстов, которые являются абсолютно достоверными. К ним относится Коран и небольшое количество хадисов. То есть вот их отрицание или информации, которая ясным, четким текстом в них отражена, выводит человека, отрицание этой информации выводит человека из веры. Но снова мы с вами отметили, что там много нюансов. Отрицает ли человек, будучи в своем уме, знает ли он, знает или отрицает, достиг ли он возраста булюг, находится ли он в нормальном состоянии, не в состоянии аффекта, а потом не говорит ли он это, не отрицает ли он это под принуждением и так далее и тому подобное. То есть тонкостей очень много, поэтому никто из нас другого неверным обвинить не вправе. Такое заключение может делать только очень компетентное лицо. Почему? Потому что решение очень серьезное и опасное. В хадисе пророка саллаллаху по этому поводу сказано: если один верующий обвинил другого в неверии, сказал ты кафир, то один из них воспринимает или берет на себя эту характеристику. И еще неизвестно, кто из них. Тот, кто говорит, или тот, кого обвиняют. Поэтому момент очень опасный, мы к нему должны относиться очень осторожно. И здесь имам Тахави нам разъясняет, что из веры выводит только отрицание того, что сделало человека верующим. То есть, если отрицает существование Аллаха Та'аля или его единство, пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или какую-нибудь информацию, которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принес, только тогда человек становится неверующим. Деяния человека неверующим сделать не могут. Или несовершенные деяния. Дальше имам Тахави переходит к самому понятию вера и дает его определение. Согласно нашего ханафитского мазхаба, вера состоит из двух элементов. Каулуху, слова имама Тахави, «Валь-иману хуаль-икрару биль-лисани, ват-тасдику биль-джинани». Вера – это что?
говорит имам Тахауи. Вера – это свидетельство языком и признание того, что ты сказал сердцем. И приоритетным, конечно, является вера в сердце, поскольку Аллах Та'аля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, йома ла янфа'у малу ва ла банун, илля ман ата Аллаха бикальбин салим». В тот день, то есть в судный день, когда человеку не поможет ни его богатство, ни его дети, что его выручит? Единственно, чистое сердце. Только это его может выручить. Возникает вопрос, а зачем же тогда нужно говорить языком? Таляффуз. Зачем? Произносить нужно. Зачем мне рекламировать свою веру другим мусульманам? Только для того, чтобы в отношении друг друга мы могли осуществлять предписание Аллаха Та'аля. То есть, если мы знаем, что человек, который к нам пришел верующий, то шариат разрешает нам выдать за него замуж свою дочь. В противном случае это не допускается. Или если мы знаем, что этот человек был верующим, то мы уже обязаны проводить его в последний путь как верующего. То есть мы его должны омыть, завернуть в саван, почитать за него намаз джаназа, его похоронить как положено, делать за него дуа и так далее и тому подобное. Это уже становится фарзуль кифая. То есть, если никто этого не сделает, вся община становится грешной. Все грешники. Поэтому кто-то из общины должен это сделать. Почему? Потому что на общине обязанность, а у того человека есть право, чтобы его проводили как верующего, поскольку он произносил эту шахаду ясно, четко. Но поскольку в наши дни есть много людей, которые считают себя мусульманами и про шахаду, может быть, не знают, но веруют в Аллаха Та'аля, поэтому мы об их вере выносим или делаем вывод на основе их, зачастую на основе их этнической принадлежности. То есть, кем он был по нации? То есть, татарин, узбек, таджик и так далее и тому подобное. Если этнически, если традиционный его этнос относится к мусульманскому, то мы за него джаназа читаем. И вот этот момент с двумя составляющими веры, он очень серьезный. Это принципиально. Почему? Потому что есть и другое определение веры, когда добавляется «валь-амалю биль-джаварих» и деяние посредством органов. И при неправильном понимании оно дает возможность такфира, обвинения мусульман в неверии. Мы же говорим, что деяние лишь совершенствует человека, а шариты говорят, что деяния дополняют веру. Но на сегодняшний день есть верующие, которые говорят, мусульмане, которые говорят, что деяния являются составным элементом веры. И к чему это ведет? Это автоматически ведет к выводу о том, что человек, который не совершает деяния, он является кефером. То есть 5 раз в день намаз не читает — кефер. Ураза не держит — кефер. Там еще что-то не сделал — кефер. Это очень опасно, поскольку открывает двери для такфира. За такфиром мы с вами уже говорили, что следует. То есть у этих ребят логика очень простая. Ага, он это не сделал, он кефер. Поскольку он кефер, его можно убить. Его имущество можно конфисковать, жена и детей можно продать в рабство. И это ведет к тому, что мусульмане сегодня друг друга убивают. Мы об этом уже говорили. Дальше, продолжая эту тему, имам Тахауи говорит:
وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. Имам Тахауи продолжает то, о чем мы с вами говорили. «Уанна джамиа» и что все, что не спаслал Аллаху Тааля в Коране, и все, что было достоверно передано от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, шариат, который был передан от него, и разъяснение, все это является истиной. То есть здесь речь идет о признании информации, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принес в Коране и Сунне. Мы с вами знаем, что Коран – это дословная речь Аллаха, и мы с вами говорили, что Коран 100% мутаватир, он полностью достоверный. Что касается сунны, то сунна – это тоже вахи, это тоже информация, которую не спасла нам Аллаху Тааля, но с той разницей, в отличие от Корана, что Коран-то является дословной речью Аллаха Тааля, а сунна – это та речь Аллаха Тааля, которую пророк нам передал своими словами. И сунна может быть слабой, достоверной, хорошей и так далее и тому подобное. Поэтому из хадисов однозначно истиной мы признаем, конечно, мутаватир, и те, которые являются достоверными. То есть сахих соответствует определенным правилам оценки хадисов. И признание этой информации, оно обязательно. Поэтому имам Тахауи говорит, все, что сказано в Коране и в достоверной сунне, это хак, это истина. Мы признаем в качестве истины. Продолжая тему определения веры и тему веры, тему ее качества, имам Тахауи говорит, قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Имам Тахауи говорит, вера, она одна, едина. И обладатели веры, они в основе веры тоже одинаковые, они занимают один и тот же уровень. Разница же между ними в чем заключается? Разница между ними заключается в богобоязненности, мухаляфатиля хава, противлении своему эго, нафсу, умулязаматиль уля, исследовании тому, что является приоритетным. То есть здесь имам Тахауи затрагивает тему увеличения или неизменности веры. Так вот, с точки зрения нас, ханафитов, в нашей ханафитской школе, вера неизменна сама по себе. То есть если мы говорим, что да, Аллах существует, да, Аллах один, это меняться не может. Я не могу сказать, что на 80% Аллаха Тааля существует, и на 20% не существует. У психически нормального человека такого быть не может. Либо говоришь «да», либо говоришь «нет». Туда-сюда это плавать не может. То есть в данном случае вера – это признание какой-то информации в качестве факта, в качестве истины. То есть и признание либо есть, либо нет. Признание колебаться не может. Скажем, либо мы признаем, что это iPad, либо отрицаем. Он же не может быть чем-то средним. Поэтому вера, как шахада, как признание, она меняться не может. Несмотря на то, что ашариты считали, что вера увеличивается и уменьшается, мы говорим, что вера не увеличивается и не уменьшается. Но возникает законный вопрос, а что же тогда увеличивается и уменьшается? Ведь мы же что-то чувствуем. Какое-то деяние сделали, что-то вверх поползло. Какие-то деяния не делали, перестали делать, что-то там вниз поползло. Что же меняется, возникает вопрос. И имам Тахауи отвечает на этот вопрос, он говорит,
«Ваттафадулю бейнахум» – разница между ними, то есть разница между Абу Бакром и простым верующим в чем? В богобоязненности таква, хашья ват тука, о мухаляфати ля хава, противостоянии своему нафсу, своему эго, и следовании более приоритетному. И это действительно проявляется. На примерах из жизни сахабов мы видим, насколько Абу Бакр отличался от других сподвижников пророка. Даже от Умара ибн Хаттаба, радийаллаху анху, и Умар ибн Хаттаб сам это признавал. Во-первых, хаши ват тука, то есть это богобоязненность. Следовательно, Абу Бакр, для примера, у него богобоязненности было больше, чем у остальных сахабов. Именно поэтому пророк о нем в другом хадисе сказал: если взвесить веру Абу Бакра и остальных жителей земли, то вера Абу Бакра перевесила бы их. И здесь подразумевается таква, богобоязненность. У мухаляфати ля хава, значит, Абу Бакр по сравнению с остальными сахабами и по сравнению со всеми нами больше всех остальных мог противостоять своему нафсу, своему эго. Мы слабее него, мы поддаемся. Он не поддавался. И похожий хадис пророка ﷺ есть про Умар ибн Хаттаба, указывающий на это качество, на качество способности противостоять своему нафсу. И Умар ибн Хаттаб именно благодаря этому приобрел это качество. Пророк ﷺ по этому поводу в хадисе говорит, что если Умар ибн Хаттаб пойдет одной дорогой, то шайтан обязательно пойдет другой, обойдет его, чтобы с ним не встречаться. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб умел держать свой нафс в руках и противостоять шайтану. Настолько, что шайтан его боялся. И следующее отличие у мулязаматиль уля. Это мы тоже видим на примере Абу Бакра, радийаллаху анху. То есть следование приоритетному. По этому поводу очень много риваятов о том, как Умар ибн Хаттаб и Абу Бакр, радийаллаху анху, соревновались друг с другом. Вспомните тот же самый поход в Табук. Умар ибн Хаттаб приносит половину своего имущества. И когда пророк ﷺ ему задает вопрос: а что ты оставил в своей семье? Умар ибн Хаттаб ответил: я оставил столько же. И тогда приходит Абу Бакр со всем своим имуществом, которое у него было, но он не знает, сколько Умар ибн Хаттаб принес. Абу Бакр приносит свое имущество и говорит: вот это для подготовки похода. И пророк ﷺ у него спрашивает: а что ты оставил в своей семье? Он отвечает: Аллах и его посланника. И здесь Умар ибн Хаттаб понял, что не получилось у него опередить Абу Бакра. Дальше, когда Абу Бакр стал халифом, во время его правления Умар ибн Хаттаб договорился с одной бабушкой, что он будет ей помогать по хозяйству. Она старая, видимо, детей нет, или они умерли, или что-то. В помощи она нуждается. Но каждый раз, когда Умар ибн Хаттаб приходил к ней, вся работа уже была сделана. И в один прекрасный день Умар ибн Хаттаб решил выяснить, что же, в чем же причина, кто? Он пришел пораньше и увидел, что из дверей уже выходит Абу Бакр. Умар ибн Хаттаб говорит: тогда я понял, что я никогда не смогу его превзойти. То есть вот оно мулязаматиль уля, стремление к совершению приоритетного, первоочередного. И Абу Бакр лучше других это видел, замечал, спешил, делал. Вот в этом разница между нами, а не в вере. В вере мы одинаково говорим: да, Аллах есть, да, Аллах един. Но разница в деяниях, разница в богобоязненности, разница в противостоянии своему нафсу. Дальше продолжая, имам Тахави говорит: «Валь-му'минуна куллухум аулияур рахман, ва акрамухум индаллахи атваухум, ва атбаухум лил-Кур'ан». Верующие, они все любимцы Аллаха, и наиболее приближенный к Аллаху Та'аля, тот, кто
больше повинуется Аллаху Та'аля, и тот, кто больше или точнее, правильнее следует Корану. У нас есть понятие аулия или вали. Святой, праведник, угодник, по-разному мы переводим это слово. То есть человек, который приближен к Аллаху Та'аля. Так вот, имам Тахави говорит, что верующие, они все аулия, они все приближены к Аллаху Та'аля, но степень вот этой близости, она разная. Тот, кто только еще произнес шахаду, он в одной степени. Тот, кто всю жизнь искренне поклонялся Аллаху Та'аля, то его степень совершенно другая. Но здесь также есть и выбор Аллаху Та'аля. Кого-то Аллаху Та'аля до степени аулия может вознести за одно мгновение. Вот он только был грешником, но Аллаху Та'аля ему даровал такое покаяние, что через секунду он уже занимает высшую степень аулия, вали, праведник. А кто-то может идти к вот этому уляяту долгие-долгие годы через поклонение. И здесь никто из нас не вправе сказать, а почему у него так, а у меня вот так. Это воля Аллаху Та'аля. Кого он пожелает, предпочитает, кого не пожелает, ведет к себе долгим, продолжительным путем. Это воля Аллаху Та'аля. Он хозяин, распоряжается этой вселенной и нами, в том числе, по своему желанию. И здесь объясняется, кто все-таки ближе к Аллаху Та'аля. Тот, кто больше ему повинуется. А повиновение – это не только деяние. Повиновение, в первую очередь, в душе. Насколько ты предан, насколько ты готов исполнить любое божественное повеление. И поскольку божественным повелением является Коран, тот, кто максимально следует Корану. И завершает этот маленький раздел имам Тахави перечислением столпов веры. Имам Тахави говорит, «Каулуху, وأصل الإيمان основа веры هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله نصدقهم كلهم فيما جاءوا به». Имам Тахави говорит, основа веры следующая. Это вера в Аллаха, ангелов, Писания, посланников, судный день, воскрешение после смерти, предопределение с его добром и злом, или с его сладостью и горечью, то, что оно исходит от Аллаху Та'аля. То есть вот мы говорили про основу веры. То есть основа веры у нас одинакова. Мы все равны в основе веры. Различает нас только деяние. Мы во все это верим, то есть верующий все это должен признавать. И в отличие от последователей других религий, мы не разделяем между посланниками. Мы всех признаем. Мы всех посланников не только признаем, но мы признаем все, с чем они пришли. То есть мы говорим, да, они пришли с божественным законом, это была истина на тот момент. Но, естественно, позднее монахи, скажем, служители той или иной религии внесли искажения в то, с чем пришли пророки и посланники.